Чагашух, добрый вечер всем. Сегодня, знаете, что наш день самбистов. И мы решили себе маленький праздник устроить. Вот пришли президент Федерации Каукшинов Эдуард, Облев Сергей, Брана Али, они члены городского АДГХАСа, Ханахок Хазраиль, то же самое, но он больше занимается информационным обеспечением кассы и нашей работы самбо. Шазро Аслан, он много лет и про самбо много писал, но он больше занимается общественной работой, освещением всего, что происходит в адыгском мире, спортивном мире республики. Гурин Владимир, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы, трехкратный чемпион Советского Союза, там вторые, третьи не говорю, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской РСФСР, Гурин Владимир. Цервой Гиса, мастер спорта международного класса, дважды был серебряным призером Кубка Советского Союза, победитель международного турнира, полковник. Вот все, которые сегодня у нас присутствуют. Здесь ребята, которые сегодня выступают за Ставропольский край, и ребята, которые за Адыгею выступают. Я хочу слово представить Каукшинову Эдуарду, президенту Федерации. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, ребята. Сегодня день самбо, праздник. Вы знаете лучше меня, наверное. Я могу сразу сказать, что вам повезло больше, чем мне. Потому что в месте, где я родился, борьбы не было. Была только тяжелая атлетика. Единственный вид спорта, который был у нас, которым можно было заниматься, это была штанга. Поэтому мне лично хотелось всегда, вот как-то, наверное, так жизнь управляет Бог, что все-таки отношения стал иметь. Я его-то знаю давно, но тем не менее как-то непосредственно не касался. Тем более представить себе, что я буду председателем президента Федерации, я вообще даже не представлял, буквально до последней минуты. Ну так жизнь сложилась, и я не сожалею, естественно, я добровольно на это пошел. Но меня удивило, как и многое в жизни, наверное, удивляет, казалось бы, чему нас удивить, состояние борьбы у нас в республике непосредственно. Потому что это не то дело, которое надо скрывать, прятать, а получается вроде чуть и мы в каких-то условиях непонятных. Только в наше время, когда идет такое развитие вообще во всем, да, тем не менее, в общем, если все равно видно, да, движение определенное. Тем более у нас такие традиции, такие у нас достижения, и у нас практически негде заниматься. Вот буквально еще чего-то нет, только организацию юридически утвердили, зарегистрировали. И, ну, как определенное движение, хоть небольшое, видно, да? Вот форма там, еще что-то, маты какие-то уже приобрели, нашли возможности. Но я думаю, что все будет так, как должно быть. Должно быть нормально, в моем понимании, иметь зал достойный, иметь все условия для того, чтобы и соревнования проводить на любом уровне, и заниматься, естественно, так, чтобы было комфортно, удобно, свободно. Тем более, я думаю, если какое-то дело среди молодежи, среди юношей, среди мужчин будущих поддерживать, я думаю, это борьба. Потому что, если даже сравнивать с другими видами спорта, ну, я, например, не понимаю, там, рукопашный бой, бокс там и так далее, в определенном смысле, потому что это по большому счету вредно. А вот здесь, это, во-первых, в крови, наверное, у нас на этой территории, на Кавказе, с самого детства я помню, когда где-то среди старших молодежь встречалась, а ну-ка ты, кто из вас сильнее, поборитесь. Не бокс, а поборитесь именно. Это, я считаю, правильно, потому что в мужчине в будущем должны быть определенные качества. Сила, воля к победе, выдержка, мужество и так далее. Это все качества как раз развивает спорт.
Я думаю, что среди вас не будет тех, которые не выиграют, потому что чемпионом один может быть, да? Но вы все в разных, я вот смотрю, разный вес, вы можете все стать чемпионами. Но не самое главное это, вы все выиграете от всех тех качеств, которые я перечислил. Поэтому вот здесь команда, которая стоит, мы здесь, которые здесь находимся перед вами, глядя вам в глаза, говорим, что все, что от нас зависит, мы будем делать, помогать, поддерживать, развивать этот вид спорта, потому что я думаю, что это одно из хороших дел, которым надо, может заниматься мужчина, не в ущерб другим. Знаниям, занятиям, учебой, женитьбе, семье и так далее. То есть это тот вид, который во всем должен вам помочь в жизни, в становлении, во всем, во всех делах. Поэтому я сегодня, тем более праздничный день, желаю нам всем, чтобы вы во всех ваших каких достижений хотите достичь, достигли. И мы тоже. То, что мы говорим, чтобы создать условия достойные, чтобы можно было не только заниматься, но и приглашать. И все условия, чтобы для этого у вас были. Удачи вам, успехов, с праздником! Так, от Хаса. Все. Ну ничего, наоборот, если не приехал, значит что-то не смог. Адыгэ кӏалэхо Адыгэ Республикэм шъуфэбанэ зыхъукӏэ шъуауж тызэритыр шъори шӏэнэу ары. Къэшъумыгъэланлэу апэрэ чӏыпӏэхэр къэшъухэу апэ зыжьыми шъуитызэпытынэу. Так, молодые ветераны, по большинству. Я постарше. Я же по старшинству, я знаю. Ребятки, в этот день я вас поздравляю. Сегодня день самбо. Слава Богу, уже столько лет. Я всю жизнь прожил в этой борьбе. И, честно сказать, я вам завидую. Скажу почему. Я уже все это прошел. А у вас все впереди. Это же так здорово, ребят. И опять-таки все зависит только от вас. Как вы захотите, как вы все поставите. В том же спорте, в той же жизни. Но это опять-таки от вас зависит. Поэтому вам стремления, удачи, всего самого доброго. Ну, главное здоровья. Чтобы все было аккуратно. Потому что мы все люди мягенькие, хрупкие. Ломается все. Поэтому, чтобы у вас было все без травм. А если это все будет, дай Бог вам. Удачи. جاود праздник ezğucu bıdıdı nahbıtı tutsu kuyunu jaa tızraoyu zıçıp savnağıp zıçıcı yani var. Neyse. Aslan. Salut. Ну, я тоже, в общем, какой-то борец. Вот, но борец с помощью пера. Вот, как я слышал, вот в Марокко вы недавно, кто-то из вас одержал крупную победу, чтобы эти победы множились, чтобы вам, как вот сказал Эдуард, все ваши победы были во благо, и все ваши достижения тем более. Вот. Долгой вам спортивной жизни и славной. Я тоже скажу, потому что сегодня нельзя не вспомнить о тех людях, которые все равно самбо развивали. Вот здесь вот на фотографии это Харлампиев Аркадий. Конечно, там есть ошибка Спиридонов. Они тоже занимались, но кто самбо вообще на ноги поставил, по большому счету, он больше 20 лет работал, собирал приемы. И
Вот Кавказ, в том числе адыги, черкесы, вложили в этот, он сам это пишет, как он ездил везде в Средней Азии, как бывал, и прямо так и называют, что адыгские приемы. Ну это действительно, он везде подчеркнул, что это интернациональный вид спорта, так и есть. Поэтому все-таки он, наверное, сделал больше становлений самбо в стране. Конечно, у него поручение было государственное, но он к этому отнесся очень творчески. Хотя отец его боксом занимался, он в бокс не пошел, а именно самбо. И он преданным был всю жизнь самбо. Я лично знаком был ребенком, даже мне 16-17 лет было, когда с ним познакомился. И до сих пор вспоминаю вот теплые слова, которые он тогда сказал, так получилось в жизни. А Кудаев Мурат, который в самбо в Адыгее принес и дал ростки, он недолго тренировал, но это имело большой резонанс. Но когда Коблев вернулся, конечно, расцвет самбо пошел на каком-то этапе, потом какие-то моменты были, но все равно потом опять мы, сами знаете, вы застали это, результаты пошли. Сегодня я хочу сказать, вот я начинал, мой тренер Ашина Валик, который в ауле одним из первых начал тренироваться, Даткужев Шумав, в Хатажукае, Учет Аслан Беч, в Панижукае, насколько я помню, Шатан Аслан, да? Они вот в одно время, вот они из Майкопа уехали, и в ауле начали, почти в один год все начали тренировать. И не вспомнить о них сегодня, конечно, я думаю, еще там другие есть. Чумит Казбек, он тоже тренировал здесь в Майкопе, сам боролся и сам тренировал. Потом, ну, другие тренера пошли, и не вспомнит, не сказать о отце Аслане, который, я говорил, когда он был президентом федерации, это золотой век самбо было в Адыгее. Я надеюсь, что у нас еще один такой золотой век будет, и вы будете вершителями этих всех событий. И сегодня хочу вот поздравления, те, которые сказали люди, президентом Федерации, Российской Федерации был избран в Майкопе первый Тихомиров Михаил. Он с нашим бывшим президентом Джалилом Аслановым очень дружит. И сегодня он сказал, что всех поздравляет. Он сегодня является почетным президентом Всероссийской Федерации. В Майкопе часто бывал и желает вам всем успеха. Также Стельников Владимир, вы знаете, это Свердловская область, самый сегодня сильный тренер. Также поздравил мой тренер Ашина Вадик, мой брат, потом Еганов Ибрагим Слячко позвонил, сказал, что с днем самбо, всех ребят поздравляю. Он сам немножко занимался, но дело не в этом. А также поздравил вас всех, директор школы высшего мастерства Ставропольского края. Ну и Азамат. Азамат особо, почему я последним оставил. Вы все, которые здесь почти стоите, принимали участие в его подготовке. Да, он выступает за Ставропольский край, он с Хаббеза. Даже дело не в том, что за кого выступает. Парень стал чемпионом мира в очень престижной весовой категории 74. И Валера его назвал героем чемпионата. Ну, если Валера так сказал, наверное, так и есть, потому что Валера с такими словами разбрасывается. И он тоже звонил сегодня, всех поздравляет вас. При случае приеду, чтобы ребята поблагодарил всех за оказанную помощь ему. Ну и сегодня вот этот баннер красивый, который нам сделал Ташу Марат, он все время откликается и все это как подарок, участие в нашем деле делает. Я думаю, что это, ну, мне нравится, я не знаю. Поэтому, ну и те люди, которые нам помогли тот зал оборудовать, их много, вы сами делали. Мы должны быть благодарны тем людям, которые к самбо никакого отношения почти не имеют, а столько делают. Потому что они хотят, чтобы вы росли, чтобы все нормально было в силу своих возможностей. Поэтому особо я хочу поздравить тех людей, которые нам помогают, потом вас, потом нас всех.
Так вот. Если бы не дорожники, этого не было бы. Конечно, мы бы не Точно, всегда. точно. Поздравляем. Дорожники были с вами. Однозначно. Да. Это мой друг Сарук Хизир. Тоже сам бы занимался. А почему такой город? У Адгага? Красивый парень такой. Стараемся идти за модой. Ну я постарше, но за классом задействовался под классом 70-го. И я по чемпиону захми, то я хаб, а по чемпиона хочу ход. А это замджохам я трагушкох, за ригажай зачем, ищ аналог, зачем не поведу, сбив, сэша, а по тренеру сготовки. Коблеяку, ага, чоукшану штеп, модис хайпа захми, председатель комитетми, сагдабша. Шанагам вузефя за чохру, но не по слешу сигвап, что и выдачается бхор, мошту, что за учао, джамафер, за рахарона вчера и псауна опыта за чахаришью. Вы заплатили шала. Мне очень приятно, что вот вижу вот, но на части это Это сосед твой. Сосед мой. Когда я тебя увидел, других я не видел. Ты все, таким мощь такую закрыл. Вот мы в одном подъезде жили. Но когда они начинают, мы ровесники, поэтому первые шаги, когда они делали, Костоков, Ашинов. Вот я всех знаю, кто начинал самбо в Адыгее, поэтому мне очень приятно вот, видеть вас всех. И спорт – это здоровье. И хотелось бы, чтобы каждому из вас пожелать успехов. Главное, у вас есть желание, значит, будет успех. Ну, кто-то, может, кто-то другой, кто-то хочет сказать от спортсменов. Ну, надо же, ты же постарше, ты больше увидел. Серебряный призер первенства мира по юношам, бронзовый призер первенства мира по юношам, бронзовый призер чемпионата страны по боевому самбо, мастер спорта Саид Рахмонов Мустафу. Добрый вечер. Я говорю от нас, самбистов, присоединяемся тоже к вашим пожеланиям. Тоже искренне всех поздравляем. Благодарим вас, что нашли время посетить нас, то есть поздравить нас с нашим праздником. Спасибо вам большое, что нашли время прийти в это. Сейчас, одну секунду. Мы решили от самбистов маленький подарок вам сделать, чтобы подольше все время вспоминали про самбо. Ты там по размерам не путай. Ему 2 надо. Вы нравится? Маленький. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо, что пришли. Тебя тоже. Спасибо. Молодец. Вот хотел сказать. Ну, вроде все. Если кто-то что-то хочет добавить, пожалуйста. А так, сегодня тренировку проводим в честь праздника и в честь победы Седакова Азамата. А потом чаепитие будет там. Вот пару слов по-русски скажу, она я всех присутствующих, и не только присутствующих, но в частности присутствующих хочу поздравить
вот сегодняшним знаменательным праздником, считая, что этот день, который много лет назад определили как днем самбо, является для нашей республики и вообще конкретно для Адыгеи это определяющей датой, потому что для страны в том числе, но я хотел бы сказать для республики, потому что ребята, которые поднимались изначально, вот фотографии вы видите, да, российские Харлампер и Кудаев Мурат, те, которые у истоков самбо Адыгеи стояли и у истоков самбо в России стояли, они сделали, на мой взгляд, то, что на сегодняшний день не дает покоя всему спортивному миру всего мира, потому что самбо, к сожалению, сегодня хоть и не олимпийский вид спорта, но такие результаты, которые дают наши самбисты, они могут соревноваться даже со многими олимпийскими видами спорта. Я много не буду говорить, но искренне хочу вас всех поздравить с этим знаменательным праздником, пожелать успехов для молодых начинающих спортсменов, что важно. Перспективный рост в спортивных достижениях, наверное, для этого вы все начали и занимаетесь спортом. Знаете, кто ваш тренер, каких результатов он достиг в свое время, но сегодня важно другое, что вот то, чем он занимается и до сегодняшнего дня занимался, и то, что на сегодняшний день он делает, где он это делает, какими усилиями, через что проходит, наверное, вы, взрослые люди, тоже понимаете. Хотел бы вас просто попросить еще раз, честь, защищая, борясь и защищая на ковре честь, свою честь прежде всего, но и честь республики, вы защищаете лицо того и той семьи, того народа, откуда вы вышли. Поэтому, когда мы узнали о том, что Азамат стал чемпионом мира, практически всю ночь смотрели, но временной отрезок не дал нам утром, не дождавшись, Аранбир позвонил, сказал, что не поздравляешь, туда-сюда. Мы очень сильно обрадовались. Мы хотим, чтобы все, кто сегодня присутствует здесь, и те, кто не присутствует, но мог бы присутствовать, чтобы вы достигли высот чемпионских. Пусть это будет мира, пусть это будет Европа, пусть это будет Россия, но главное, чтобы вы имели крепкое здоровье, и вы всегда, приносили свой успех не только для себя, но и для своего народа. Я искренне вас поздравляю, хочу, чтобы у каждого из вас были такие достижения, которыми могли бы гордиться не только вы, не только ваши семьи, но и вся страна. Начинания достигли успеха. Мустафа, давай тогда командуй. Так, я сейчас его одену. Давай. С удовольствием. А вы поддержите. Мы, самбисты города Майкопа, от души всех поздравляем, всех победителей и призеров чемпионата мира по самбо в этот прекрасный день, наш день, день самбо. И тебе, конечно, Азамат, большой-большой привет. Поздравляем вас всех. Да. Новых успехов! Этот успех сделали тренеры, руководители школ. Я хочу тренеров сборной страны по всем направлениям поздравить, тренеров личных поздравить, чтобы они в новом году также успешно выступали. И самое главное, чтобы в семье лад был, здоровье было. Ура! Азамат, мы еще раз тебя поздравляем с большим достижением, со званием чемпиона мира. И желаем успехов и дальше выигрывать все соревнования, на которых ты будешь выступать. Честь и достоинство тебе. И дай Бог, чтобы все, что ты делаешь, оно шло во благо всем нам, нашему народу и нашей стране.